Идея создания Национальной гвардии в Российской Федерации витала уже с 90-х годов 20 века. Значит, такие подразделения, такие структуры Национальной гвардии имеются практически во всех странах Европы, США. Вот, и практически с 90-х годов хотели такое подразделение создать в Российской Федерации. Но вот наступил тот исторический момент, когда это свершилось, и ряд подразделений, которые раньше были в структуре Министерства внутренних дел, было передано в Российскую гвардию. Сегодня у нас первое занятие. Сегодня, значит, вкратце я доведу структуру, основные понятия законодательства о Росгвардии. После этого в конце этого месяца, в ноябре, запланировано, соответственно, посещение вами базы ОМОН и СОБР. Там вам будет представлена военная техника, которая на вооружении, стрелковое вооружение, спецсредства. Можно будет потрогать, пощупать, залезть вовнутрь, подержать в руках, сфотографироваться с тем вооружением, которое они работают. За 65 лет своего существования подразделения внедведомственной охраны накопили богатый опыт практической и научной деятельности, а также сформировали широкий материально-технический потенциал. В соответствии с указом президента 5 апреля 2016 года номер 157 подразделения внедведомственной охраны включены в состав войск Национальной гвардии.